Салям алейкум, достларам! С вами, как всегда, ваша любимая кулинарная передача Храм-Татар Емеклері. И наверняка самые наблюдательные из вас заметили, что я сегодня в кадре не один. Я сегодня в кадре с лучшим в Крыму, а это значит, что и в мире, кондитером Лилией Мамутовой. Лилия Мамутова. Сагу. Почему кондитер? Наверняка тоже из логической цепочки вы можете сделать вывод, что мы сегодня делаем, наконец-то, сладости. Был у нас бекмес, но бекмес — это нечто совсем простое. Это как бы не кивгыром в казане ворочать, как я привык, а это уже кулинария высокого плана. Я думал, ты меня спрашиваешь, почему кондитер. Нет, мы сегодня делаем, наверное, один из самых популярных крымско-татарских десертов. Да. Хурабье. Вот так вот. Поможет нам сегодня, а вернее все сделает, а я буду как дурачок бегать вокруг, Лилия Мамутова. Лилия Ханум. Как так, Алим? Ты будешь мне помогать. Не, конечно. Я один раз уже облажался с хурабье, поэтому... Ну, эту историю мы оставим на потом, а пока пробежимся по ингредиентам. Окей? Которых у нас не достает на нашем столе. На нашем столе пока нет ингредиентов, потому как одним из главных это, конечно, топленое масло. Да, и он у нас сейчас отдыхает в холодильнике, чтобы оно себя чувствовало хорошо. Правильно? В топленое масло мы добавляем... Пудру. Сахарную пудру, достлар. И в сахарную пудру я также слышал, что по некоторым эски калган рецеплерден также добавляют еще уксус с содой. Но мы так сегодня можно, но... изощряться не будем. Да, я не добавляю. У нас вот миксер, в конце концов, в кадре, поэтому мы сегодня по-современному пойдем. Начинаем мы с топленого масла. Да, доставай. Моя указка волшебная на сегодня. Оно у нас здесь, в холодильнике, лежит себе, никого не трогает. Отдыхает. Ну что, мы сразу, да, будем пользоваться благами цивилизации? Ну, конечно. Саунус. Давай, Алим, начинай. Я в тебя верю. Так, достлар, первым делом, что нам нужно сделать? Взбить топленое масло. С сахарной пудрой. Правильно. Правильно, Лилия Ханум. Кто кого контролирует? Ты будешь делать, а я буду командовать. Это очень плохая идея. Почему? Потому что я хочу, чтобы хурабье получился красивый. Он красивый получится. Держи лопатку, Алим. Саунус. Масло мы сами топили, Алим, ты знаешь? Да, я даже знаю ту корову. Да? Я думала, ее только я знаю. Нет, это значит, что масло у нас домашнее, топленое масло. Теперь давайте-ка вы меня научите конкретно с этим миксером. Насыпай пудру. Как? Убирай лопатку. Потихонечку или сразу Нет, можешь все? сразу все. Я хочу потихонечку. Ну, насыпай потихонечку. Ну ладно, давайте сразу все уже. Правильно? Правильно. Саунс. Давай И опустим. лопаточкой? Нет, давай опустим. Ну, у нас же уже есть блага цивилизации. Поэтому Да. лопаточка. Сначала минимальную поставим. Ага. Чтобы наша пудра вся не улетучилась. А если бы мы взбивали руками, нам нужен был бы венчик. Да. Да? Ну и взбивали бы мы его Сколько с тобой мы очень его долго. примерно? Ну, минимум час взбивали Я бы. помню, Минубитам, когда делала хурабье, она около часа занимала. Да, это была целая... Вот это вот все. Фалим кетчуман, да. И вот это вот я тоже сидел. У нас делал. тоже биташка этим занималась, заведовала хурабье биташка. И у нее была это целая вообще история. Она взбивала масло, потом, когда она объединяла масло с мукой, она пропускала через мясорубку 3 раза это тесто, и только потом можно было что-то делать. Чтобы оно спрессовалось там? Слушай, вот знаешь, я, честно говоря, не знаю, для чего она это делала, но, скорее всего, для того, чтобы оно было рассыпчатое. Я уже так такой свой ритуал. Да, тогда я была маленькая, и мне было это неинтересно вообще. Когда я дома упражнялся, пытался сделать хурабье, у меня получилось рассыпчатое тесто в итоге. Хурабье это назвать нельзя В было. прямом смысле? В прямом смысле. Оно вышло так из уже духовки, и максимум это было рассыпчатое тесто. Я А его что брал, ты сделал не так? Я не как знаю, ты что я собрал? делал не так. Как ты собрал его? Какой формы у тебя было хурабье? Мял. Вообще, ты раскатал. знаешь, нельзя его долго мять. А Да? вот когда, если мука объединяется с маслом, все, это должно быть недолго. В шар объединилось, и все, можешь прибавить. Вот я наблюдаю, у меня не было такого. Когда я вымешивал, А что было у тебя? оно у меня как-то более было водянистое.
Масло такое. Масло такое? Да. Плохое масло попалось? Я топила вот это масло, наверное, часа 2. Вытапливала, выпаривала воду. Ну, важно, чтобы не было жидкости. Немножко объясню. Мы поставили на таймер и 8 минут болтали тут. И еще Помыли руки. обязательно, Да. потому что будем заниматься тестом. И, оказывается, только что Лилия Ханум мне сказала, в кондитерстве не нужно надевать перчатки. Почему? Потому что ты так не чувствуешь ни структуру теста, ничего. Это то же самое, как одеть противогаз и понюхать розу. Насыпай муку. Насыпаю муку. Да. Можешь вот порции? ложечкой, чтобы тебе удобнее было. Порции или сразу всю тоже Ну, можно? если сразу все сейчас бухнешь, опять все разлетится. Хорошо, все, Потихонечку. как скажете, Лилия. Во, видишь. Так, насыпал. Давайте немножко по граммам пройдемся. У нас приблизительно сколько всего, чего сейчас? Приблизительно. Вообще в рецепте у нас 500 грамм масла, 500 Так. грамм пудры Так. и 900 грамм муки. Но мы сегодня с тобой делаем полпорции. Что сейчас делаем? Размешиваем лопаткой? Ты, конечно, можешь размешать лопаткой, но имея чудо-машину, То есть она можно сделает все за нас. и конечно. тесто миксером? Конечно. В ней даже можно суп сварить. Это будет отдельный специальный выпуск Харам Татар и Да, Миклера. обязательно. Экспериментальный. Мы попробуем сварить шорба в этой штуке. Так, Включай. Опять на минимальный, чтобы не разлеталась мука. давайте на минимум. У нас теперь тесто должно сбиться в шар. Вот как оно у нас в шар собьется, мы Так. его вытаскиваем. Понял. Сколько опять по времени примерно? Здесь очень быстро. Очень быстро. Да. Не, Объединить, муку с масляной массой объединяем и все. не совершайте ту ошибку, которую совершил я. Я вымешивал, видимо, Да, очень песочное долго. тесто не любит, когда его И оно у меня вымешивают стало руками. твердым и по итогу Да, рассыпалось можешь просто. чуть прибавить. На единицу. Да. Можно выключать. Все, Поднимай. поднимаю. Опять на себя. Вау. Ой, видишь, оно сбилось. Вау. Так, вы мне доверяете тесто Да. снять? Просто рукой. Ну, можешь лопатку взять, чтобы с этой лопаткой. Можно я снять? рукой? Я люблю Можно. чувствовать тесто Да, рукой. сними. Мне нравится почему-то вот эту структуру. Давай, ощущать, знаешь, что сделаем? Смотри, я тебе помогу, Вау, хочешь? Оно вообще другое. Не то, что у меня. Держи. Лайфхак на лайфхаке у нас сегодня в передаче. Саунс. Это говорит, знаете о чем? Ой. О том, что мне пора становиться современнее. Ну и Так. что, как оно по текстуре? Такое приятное. Да? Да, клади туда, будем мыть. Будем мыть. Да. Точно как кинетический песок. Вау. Ну, приятное, да? Ну, ты его сильно очень. не вымешивай. Все. Все? Да, оно готово. Оно готово. Ну, ты сформируй его как-нибудь так красиво. Лилия Ханум, вот для этого вы сегодня у нас здесь. Понимаете? Богиня кухни Лилия Мамонтова. Ладно, я тоже руками залез. Его У тебя не такое было? Нет. У меня было такое, оно уже почти твердое было. И, кстати, у меня оно было намного желтее. Это почему? Потому что ты не добил масла. А яйцо надо добавлять? Нет. Почему? Ну, мы же не добавили. Мы не добавили. Сейчас спрашиваю. Почему некоторые добавляют? Ну, это уже какие-нибудь песочные печеньки. Да? Ну, да. Оно сильно скрепит? Сбивает, да. Все, понял. Что мы делаем сейчас? Убираем тесто отдохнуть. Мы И- его не убираем в холодильник, потому что если мы его уберем в холодильник, мы его потом, ну, нам потребуется время, чтобы его размять, потому что оно будет очень твердое. Накрываем его хотя бы тарелочкой? Да, пленочкой или Пленочкой, тарелочкой, и убираем. На 15 минут. Можно на больше. На 15 минут убираем. На час 15. Достлар, у нас тут тесто наше, Да, которое отдохнувшее. отдохнуло. Вот так вот оно выглядит у нас. Посмотрите, какая красота. Нежный такой, как сказать, солнечный оттенок, я бы так сказал. У меня получилось Красивое, да? очень и приятное. Снова упоминаем. Так, мы его сейчас достаем и что делаем? Мы с тобой будем раскатывать такую тоненькую колбаску Так. и нарезать его на ромбики. Так. И из этих ромбиков складывать цветочек. Мгм. А другие формы у нас будут?
Ну, мы можем, конечно, поэкспериментировать. Какой, Я например, помню, ты хочешь? я помню 2 вот таких вот ромбика. Можно. Но только тогда нужно будет... Покрупнее. Да, покрупнее раскатать. Хорошо. Начинай. Сейчас я тебе дам такую вот штуку. Универсальную. Это не мало? Нет. Нормально? Да, чтобы она у нас не ломалась. Ты даже можешь поменьше взять. Как Надо будто брать ровно крем-брюле. столько. Да, Кусочек красиво, да? крем-брюле. Текстура Очень, такая. да, класс. Так, и что мы с ним делаем? Мы его раскатываем просто, да? Ну, Как? ты вот так разомни его чуть-чуть. Я его разминаю. Так вот, Да. мое фиаско с Хурабье, про которое я обещал всем рассказать. Было это в школе на такой, что-то День народного единства это было, по-моему. Что-то такое. И моя классная руководительница, она была таким массовиком-затейником, и она сказала: ой, а давайте мы, значит, устроим такой, как ужин или обед, что-то такое, и каждая из национальностей принесет там кто-то завтрак, кто-то обед, кто-то первый, кто-то второе. А Кто-то говорит, десерт. да, Алим, а ты десерт. И че, давайте, что, я что ли их буду делать? Хорошо. И она ко мне потом подошла и говорит: я знаю, что у вас есть такая сладость потрясающая, называется она хурабье. Принесешь хурабье? Я думаю, конечно, принесу. Что это было делать? Не я же его делаю, буду, в конце концов. Вот, и попросил, значит, Анашку купить хурабье. И в этот день, зачем-то, я не знаю зачем, Ольга Васильевна, наша классная руководительница, было это в классе 2, наверное, где-то, ну так она распиарила этот хурабье. Она сказала, что Алим его сам сделал. И там ему кто-то там помогал. Это такая сладость, потрясающая просто. И там кто-то что-то... там чак-чак, я помню, кто-то принес. Кто-то еще что-то принес. И она все время говорила: это, конечно, здорово, но хурабье Алима, это будет что-то. Она его еще не попробовала. Я его тоже не попробовал. Я его просто купил. Так. И как бы за качество... И даже не в проверенном месте, да? Да, никакой ответственности не нес. И каково же было разочарование на лицах моих одноклассников. Ольги Васильевны? И Ольги Васильевны тоже. Когда они попробовали этот хурабье. Это был кошмар. Это было даже хуже, чем у меня получилось. И это ваша сладость. Вот так вот они на меня Хваленая. смотрят. Да, хваленный ваш хурабье. Сейчас мы покажем, как выглядит Домашний. хваленый настоящий хурабье. Достлар. Вот видишь, я тебе говорила, не надо много брать, он у тебя ломается. Вот Работа делай над так. ошибками? Да, давай вот так делай, убирай. Хорошо. Женские руки, что тут скажешь? Эх, Алим, Алим. Смотри, теперь мы с тобой вот такие ромбики порежем. Будем собирать цветочек. Угу. Хорошо. Только старайся, чтобы они были одинакового размера. Я постараюсь, конечно. Но не обещаю. Я в тебя верю. Саунус, ромбик, да. Вообще, насколько я знаю, что хурабье вообще разной формы у разных народов по-своему. Мы, например, складываем в цветочек, в своеобразную такую ромашку 6-лепестковую, правильно? Да, и 3, по-моему, тоже есть. Да. Такие просто треугольнички. Такие треугольнички, они как крылья, да? Просто круглая форма обычная. И Полумесяц делают. наверное. полумесяц иногда делают. Ну, полумесяца больше из формы вырезали, как бы форму. Да, да. И вообще хурабье – это довольно распространенная сладость, такое лакомство. И в каждой стране, каждая страна претендует, конечно же, на оригинальность этого блюда. Например, ну что скажете? О, молодец. Да? Sounds. Например, в той же Греции, например, его вообще это рождественское угощение. Они И- делают в виде шариков, да? Да. И посередине там то ли миндаль или капелька джема. Давай, нам теперь нужен противень. Застилай его пергаментом. Я тебе подам противень. Sounds. Держи. Достлар, духовку мы предварительно разогрели до 160 градусов. и поставили в режим. Можно вверх-вниз, а можно конвекцию. У кого есть конвекция, можете печь на конвекции. Так, бумагу. Да. Просто под размер противня. Ну да, чтобы удобно было. И Давай все. вот так. Да. Вот так. Как мы бумагу рвем? Вдоль или поперек ты имеешь в виду? Подожди! Ого. Можно, конечно, оторвать, но мы же культурные. Да, у нас миксер вообще-то сегодня. А дальше, видишь, все культурно.
С аппликацией у меня в школе тоже была беда. Как вы видите. Все? Пойдет? Отлично просто. Ну ладно, вы меня Давай льстите. ты со своей стороны выкладывай в Ага. цветочек, а я со своей буду выкладывать. Хорошо. Так вот, в Греции, например, гурабия, это сладость называется, а в арабских странах, вообще это арабское слово хурабия, означающее просто сладость. Чужой, по-моему, нет? Как-то там что-то такое, интерпретация была, нет? Я видел интерпретацию, где это просто сладость. Вот. И, допустим, у турков они делают его из двух половинок, из двух таких ромбиков, и они их скрепляют джемом. А в иранских странах и в Иран, Ирак, то есть бывшая Персия, они делают кружочек, как правило, или ромбик просто, и туда тоже в центр капельку джема А капают. капельку джема когда капают? Когда испекут? А это вы мне скажите. Ну, я думаю, Я думаю, когда испекут. испекут. Потому что этот джем будет плохо себя чувствовать, наверное, при 160. Ну, вы очень быстро делаете. Ну, давай, Сделайте давай, скидку, торопись. пожалуйста. Хорошо. Конечно, конечно. Согласен. Так, Я пока буду катать. окей. Кстати, насчет Персии есть такая легенда забавная, что ли, что персидский шах, падишах, имя я его уже забыл. Так вот, у этого персидского шаха на кухню пробрались воры и похитили, видимо, все самое ценное и оставили только вот муку, сахарную пудру и масло. Сахар, наверное. Ну да, наверное, на тот момент, наверное, сахар. Так вот, и жена этого шаха, такое имя у нее забавное, Убеги шах, Беги. едва не убежала от него, потому что она очень любила сладкое, а на утро не обнаружилось в кладовке А ничего-то не ничего было. сладкого, потому что воры все вынесли. Ну, видимо, такой шах, он был еще и на охране экономил. Хорошо, что у него повар был умный, и он из всех этих ингредиентов собрал вот это блюдо, которое Чтобы жена не называется... убежала окончательно. Да, чтобы шах не убеги. Ну, так или иначе, То есть основоположники хурабье считаются персы? это нам говорит интернет. Но мы, как крымские татары, привыкли говорить о том, что вообще-то это мы наше придумали. блюдо, вообще- точно, вообще-то. конечно. Нет, так или иначе, эта сладость с крымскими татарами уже довольно продолжительное время. Некоторые источники уверяют, что это около 1000 лет уже. Хорошо, смотрите, у нас только цветочки получились. Тогда сделай, Я вот у тебя хочу... как раз покрупнее. Да. Вот эта партия сделай. Там, я не знаю, из 3 листиков. Лотос. Покажите мне, пожалуйста, как делается лотос. Надо еще Во, да. Хватит? 4? 3. Ну, 3? просто 3 вот так соберем. Полухурабье. А я видел еще делали... Сейчас мне нужно 4 Ну, давай. крупных ромбика. Видел, как, если мне память не изменяет, по-моему, это вот так выглядело. Вот что-то такое. У меня какой-то такой агрессивный квадратик получился. Ну, оставь, пусть будет. В принципе, будет? какая разница, какой формы, да. Ну, давайте тогда уже сделаем... Классические мы сделали, а теперь будут не классические. давайте сделаем шарик. Ну, сделай. А, и Ну, украсть миндалем. Да? Да. Давай. Только мне нужен крупный шарик тогда. Вообще, ты знаешь, у многих проблема скатать шарик. Даже у меня не получилось. Вот. Это колобок. Ну, это ж... смотри. Подождите. А колобок по геометрии Вот, кто? смотри. Не шарик? Вот тебе, смотри, какой красивый. И сюда в центр можно миндаль положить. Я же говорю, посмотрите на мои пальцы. У вас красивая ямочка, у меня кратер. Так, миндаль. Возьмем 2 и украсим. Как его положить? Как поставить? Ой, как он там примостился уютно. Я просто упал. Ну, ты его вот так чуть-чуть передави. Угу. Вот так. Супер.
Я попробую сделать еще один вариант, который я видел в детстве. Вот такой. Ну, моя бедашка делала именно вот такие цветочки. Мгм. И именно вот раскатывала колбаску такую аккуратную. А я видел также, что раскатывают яим, например. А потом потом его нарезают. делят на такие ромбы и из них уже нарезают. Тоже как вариант приготовления. Вот так. Лилия Ханум сейчас мастихином просто рисует, делает как будто вот такие, как небольшие надрезики на цветочках наших. И выглядит это очень красиво и изящно. На всех не буду. На всех не будем. Ну все, Лилия Ханум. Так, противень у нас с горем и пополам, с горем с моей стороны готов. Мы его отправляем в духовку, Да. которая разогрета до 160 160 градусов. Мы ставим на сколько? 15 минут, да? Нет, Алим, 20-25. 20-25. Хорошо, как скажете. Так, сюда. Сюда. Отлично, закрывай. Супер. Пара-па-пам-па-пам. Ну что, Дуслар, положенные наши 20 минут почти прошли, хурабье наш готов. Мы его сейчас будем доставать из духовки. И... Пить хаве. Нет, сначала мы... Сахарной пудрой обсыпем. Точно. Что-то есть у меня там. Доставай. Так. Это у нас как раз тот случай, чем чернее, тем лучше. Какая красота. Очень Они красиво. у нас получились такие нежного румяного оттенка. Аромат божественный. Так, вот мое творение. Вот так это выглядит. Красотища. Считаете? Да, очень красиво. Раз Лилия Мамутова сказала, значит, А вот это неплохо. вообще особенно красиво. Давайте вот эту покажу. Вот это мне почему-то больше всех нравится. Посмотрите, какая. Вот такая. Как вам? Очень красиво. Сколько баллов из 5 поставите? 5 из 5. Да, это вы мне льстите. Ну что ж, осталось посыпать сахарной пудрой. Да, давай. И отправимся одету зре пить хаве с хурабье. Почти стихи. По-хорошему. Почти стихи. Давай ставь, да, вот так. Руки-то я тоже припудрим. Ничего, я их помою. Красота. Красотища. Да, осталось теперь только попробовать. Моем руки, накрываем себе на стол, завариваем хаве и увидимся совсем скоро. Да. Кофе. Вкуснейший. Да? Ну и давайте наконец-то хурабье. попробуем хурабье. Я возьму свой вот этот вот некрасивый, уродливый, чтобы он никому не достался. А вы берите какой-нибудь красивый цветочек. Пробуем. Чувствуется, да, вот этот вот вкус? Нежный привкус топленого масла. Первая ассоциация с хурабье почему-то нежность. У него такой приятный, нежный вкус. Не какая-то вот такая сладость агрессивная, а вот приятный. Его очень вкусно вот так вот именно с кофе, после обеда, когда у тебя легкий, незатейливый перерыв. Класс. Супер, мне очень понравилось. Ну, я рада, что тебе понравилось. А вы как оцените вот этот цветочек мой, который... Очень вкусный. А на вид? А на вид вообще шикарный. Хорошо. Саунас. Это была Сразу- высочайшая оценка от Лилии Мамутовой. Сразу Ну а видно серьезно, по Лилия всему. Ханум, как вам? Идеально. Серьезно? Да, идеально. С первого раза и такой результат просто замечательно. Саунас. Саунас. Это был Храм-Татар Емеклере. Достлар, подписывайтесь на наш канал, потому что вас ждут еще много коллабораций подобного толка.
образа. И не только с Лилией Ханум. Нас ждут еще много десертов и много замечательных крымско-татарских блюд. Не менее восхитительных, чем наш сегодняшний хурабье. Подписывайтесь, ставьте лайки. Храм-татары и Миклера. С вами был Алим Аблаев, Лилия Ханум Мамутова, Аштат Лоусон, Кружкинти. Кружки.